Уже Правда, да, это правда. да, Да. уже. В рабочие дни было бы очень сложно подключаться. Да. Действительно, в субботу это оптимально. Ну, добрый день, уважаемые коллеги, все, кто подключился, все, кто будет еще сегодня в процессе нашей работы к нам подключаться. Я рада приветствовать сегодня на лектории, которые у нас проходят в рамках проекта аудиовизуальные сюжеты социальной истории и культурной памяти казахстанского общества конец 19-го, начало 21 века. Но в рамках нашего лектория мы приглашаем разных специалистов, которые работают не только на материалах Казахстана, для того, чтобы более шире понимать это поле, работать с этим полем. И сегодня у нас в лектории участвует Елена Сергеевна Данилко, антрополог, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой, центром визуальной антропологии Института этнологии и антропологии имени Миклоха Маклая Российской академии наук, программный директор Московского международного фестиваля визуальной антропологии, камера-посредник, город Москва, Российская Федерация. Лекция «Визуальная антропология. От этнографического кино к новым медиа». Слово вам предоставляется, Елена Сергеевна. Я рада приветствовать вас, дорогие коллеги. Я рада, что интернет позволяет нам соединиться, что цифровые технологии, с которыми мы имеем дело, работают на нас. Огромное спасибо, Тенликта Доктарбековна, за приглашение. Для меня это большая честь и радость встретиться с вами через расстояние. И моя лекция будет посвящена такому явлению, как визуальная антропология, с некоторым акцентом на этнографическое кино, потому что этнографическое кино является самым, наверное, узнаваемым камеры в поле репрезентации, использование ее как инструмента и как возможности что-то исследовать, анализировать и показывать. Поэтому это такая большая часть визуальной антропологии. Традиционно считается, что термин был изобретен Маргарет Мид, известным антропологом, этнографом, о котором мы все, конечно же, знаем. В 60-е годы она предложила заменить распространившийся тогда термин «невербальная антропология», который означал этнографические съемки, термином «визуальная антропология». И уже в 70-е годы были сформулированы антропологом Джейм Руби основные, ключевые, что ли, дефиниции и сферы реализации этой дисциплины. Он говорил о том, что визуальная антропология должна заниматься исследованием невербальных форм коммуникации, анализом визуальных продуктов, фото и фильмов, различных изображений, которые создаются человеком, и, наконец, использование визуальных посредников для презентации данных. Собственно, такой трехчастный подход к определению визуальной антропологии, он не критиковался, а скорее разрабатывался и дополнялся впоследствии, и остается актуальным до сих пор. Современная исследовательница, антрополог Сара Пинк определяет визуальную антропологию как дисциплину, которая является, с одной стороны, точнее одновременно исследовательской методологией и способом анализа визуальной культуры путем репрезентации визуального материала как такой системы, что ли, академической аргументации, а также прикладной практикой, которая может воздействовать на социальную реальность. И вот этот прикладной аспект, на который она обращает внимание, становится тоже очень важным в современных исследованиях. В целом, как я уже сказала, оказавшись с одной стороны практикой, с другой стороны теорией, визуальная антропология предполагает как производство антропологических медиа, таких как фильмы, фотографии, выставки и так далее, с другой стороны их анализ. И концептуально она акцентируется на пересечении человеческого восприятия, воображения, аудиовизуальных средств массовой информации или медиа и этнографии, в вопросах авторства и власти, применительно к, например, колониальной фотографии, и, наконец, репрезентации культуры.
И хотя, как я уже сказала, производство этнографического кино, в общем-то, занимает огромную часть визуальной антропологии, в настоящее время она трактуется гораздо шире. Вот можно выделить, наверное, 4 основные сферы, в которых она реализуется. Это, конечно, кинопроизводство и теория, индигенные активистские медиа, которые очень близки как раз к первому разделу, потому что тоже предполагает производство либо фотографий, либо все-таки фильмов и передач представителями каких-то коренных сообществ, исследование визуальной культуры и, наконец, мультимодальная антропология. Здесь и даже при таком очень широком понимании визуальной антропологии можно выделить несколько основных идей, концептуальных идей, которые объединяют все эти направления. Во-первых, наверное, это самое важное, то, что аудиовизуальные записи или визуальные практики являются инструментами анализа, а не просто иллюстрацией текстов. То есть визуальная антропология начиналась с понимания ограниченности вербального и поисков инструмента, способного рассказать о том, о чем невозможно или очень трудно рассказать словами. Например, первые съемки были связаны со съемками танцев или каких-то трансовых состояний. И вместо того, чтобы рассматривать фотографии, звукозаписи, рисунки как некое дополнение к письму, визуальные антропологи говорят о взаимодополняемости текста и изображения, когда один усиливает другой. Второй важный тезис о том, что визуальная антропология помогает сделать антропологию более продуктивной, предлагая ей новые какие-то формы поиска знания, а с другой стороны более этичной. И здесь речь как раз об индигенных и активистских медиа и о движении в антропологии, которое называется «возвращение камеры», то есть предоставление камеры тем сообществам, которые антропологи изучают, предоставлением возможности самим рассказать о себе. И это такой очень важная мысль для антропологии. И, наконец, визуальная антропология – это не только попытка ввести в исследование визуальное, но и попытка пойти дальше, заглянуть за пределы видимого. Вот материальность фотографии, потому что фотография – это не только образ, это еще и бумага, и инструмент, и студия, и сами обстоятельства, звуки, которые используются в кино и видео, какая-то иммерсивная среда современных выставок, какие-то интерактивные возможности онлайн-платформ, когда мы оказываемся одновременно у себя дома и где-то в эфире. Все это заставляет антропологов заглянуть за пределы того, что очевидно видно. И мы понимаем, что когда речь идет о представлении культуры, то такие ощущения, как звук, слух, вкус, тактильность, эмоции, они являются неотъемлемой частью этой презентации. И поэтому символично, что в 2017 году известный журнал American Anthropologist свой давний раздел «Визуальная антропология» переименовал «Мультимодальную антропологию». То есть, и это отражает тенденцию к смешанным формам и практикам в антропологии, вообще к смещению ракурса исследований как в антропологии, как и в других социальных науках от фактов к ощущениям. Да? Мы все больше обращаемся к эмоциям, к истории эмоций, например, если говорить об исторических исследованиях, о каких-то человеческих взаимоотношениях. И, соответственно, возникает все больше дискуссий о том, об оценке какой-то нетекстовой науки в рамках дисциплины. И, например, несколько лет назад появился научный журнал, где публикациями являются не тексты, а фильмы. Его выпускает Северная ассоциация этнографического кино, объединяющая скандинавские университеты и европейские университеты. И там фильм является полноценным высказыванием и исследованием. Если мы обратимся к истории антропологии, то мы обнаружим, что она всегда была визуальной. С возникновением дисциплины исследователи использовали, анализировали и производили визуальные изображения. Сначала это были рисунки для иллюстрации каких-то своих тезисов или для фиксации материала в поле.
А с возникновением фотографии активно начинает применяться фотография. И здесь, конечно же, очень много исследований связано именно с колониальной фотографией и воскрешают колониальное прошлое самой антропологии как науки. Вот, например, очень часто фотографии использовали именно в физической антропологии, потому что ну, для такой классификации, что ли, населения колонии по расовым, этническим типам на основе видимых физических характеристик. И, в общем-то, эти фотографии как бы наглядно доказывали некоторую неразвитость и цивилизационное отставание людей другой расы. Сейчас эти фотографии активно пересматриваются, анализируются в дискурсе деколонизации, такого рода исследования. И, как я уже сказала, визуальная антропология активно участвует в антропологическом исследовании визуального мира, включая телесные жесты, визуальные практики, различные формы медиа. И для антропологии, наверное, является спецификой то, что визуальные практики, визуальные медиа циркулируют, создают смысл в каких-то культурно-специфических контекстах. И обращение внимания на контекст, воспроизводство этого контекста и реконструкция его является таким очень важным антропологическим подходом. И я думаю, что в этом отношении они мало отличаются от историков, которые также используют метод внимания к деталям, так называемый уликовый метод Карла Гинзбурга, да, или внимание, соответственно, к форме производства изображений, к обстоятельствам их создания. Это очень важный акцент, который используется в визуальной антропологии. Кроме того, очень важным методологическим, что ли, направлением является материальность фотографий, способ их производства и изменение вообще каких-то средств производства медиа и так далее. И очень много исследований, связанных с этим. Например, исследования каких-то моды, уличного стиля или студийных фотографий, обстоятельств создания студийных съемок, которые позволяют исследователям выявить какие-то исторические смыслы и контексты. Очень интересное исследование, например, производилось в духе, на основе ориенталистской теории Эдварда Саида исследовались египетские такие решеточки на окна, махрабия они, по-моему, называются, и как они выходили с вот этой вот поворотом к европеизации египетской социальной жизни в Каире, например, эти махрабии уходили в прошлое, но, как ни странно, оказывались на множестве фотографий, где как бы представлялась уличная жизнь и взаимодействие людей посредством, вот через эти махрабии. Это вызвало интерес исследователя, забыла фамилию, если вспомню до конца лекции, обязательно скажу, он обратил внимание, что вот эти решетки располагались в жизни выше, чем обычно, а на фотографиях как-то совсем по-другому. И он провел буквально детективное исследование вот этих вот решеток, фотографий и прочее, и выявил, что все эти фотографии, которые казались уличными сценками, оказывались постановкой. И это было таким интересным открытием того, как экзотизируется Восток, как этот экзотический образ закрепляется в визуальных образах и распространяется, и не изживается впоследствии. То есть это такой очень интересный. Со временем появления камеры антропологи понимали преимущество движущихся изображений и стали активно использовать ее в поле. Вот эта съемка, сделанная во время экспедиции в залив Торреса, знаменитая британская экспедиция, Альфредом Хеденом, он снял, ну, такие очень короткие, потому что сама техника не позволяла делать что-то другое, 4 одноминутных видео танца ловцом трепангов. И, казалось бы, вот перед нами прекрасная фиксация происходящего, то, что мы можем сделать, заснять танец и передать его. Но что с этой съемкой не так? Во-первых, оказалось, что к этому времени этот танец уже
попросили изобразить его на камеру. Они заплатили за вот эти вот маски, которые заменили настоящие маски из черепаховых панцирей и сделали их картонными. Это, то есть вот эта вот съемка реальности оказалась реконструкцией реальности. Первый момент. И второй момент, вот сама съемка вызвала очень серьезные проблемы внутри сообщества, потому что это закрытый ритуал. Это ритуал мужской, а в экспедиции присутствовали женщины, и, соответственно, старейшины отнеслись к этой съемке очень негативно. И, получается, самая первая этнографическая съемка поставила два очень важных вопроса. Что есть реальность, и насколько камера может фиксировать эту самую реальность, да, как мы думаем, что она ее фиксирует. И второй важный вопрос этический. Насколько мы должны, можем, имеем ли право вторгаться в ту реальность и изменять ее с помощью нашей камеры. И вот эти два вопроса, они до сих пор каждый раз дискутируются, и каждый исследователь находит для себя какие-то свои ответы на эти вопросы. То есть они продолжают оставаться очень актуальными для визуальных антропологов. Вообще сама история этнографического кино, она очень хорошо изучена, какие-то классические исследования. Вот если говорить о фотографии, то можно, вот здесь книга Джона Кольера и Малкольма Кольера о фотографии как исследовательским методом. Здесь сборник лекций Поля Хенли, антрополога из Британского Королевского института, который он читает своим студентам и так далее. То есть это такие очень знаковые книги, которые выходили. Понятно, что этим не исчерпывается, исследования продолжают выходить, и история визуальной антропологии, история этнографического кино, она дает нам множество размышлений о том, что нам делать сегодня с этим самым кино и как оно развивалось. И если мы обратимся к истории, то, наверное, первый такой антропологический проект известный, он был организован и проведен именно как проект исследовательский, когда камера использовалась именно как инструмент. Он был проведен Маргарет Мид и Грегори Бейтсоном во время их исследований на острове Бали. Что исследовали Маргарет Мид и Грегори Бейтсон? Они занимались в рамках школы такой антропологической культуры и личность, они занимались исследованием такой вот психологии, культуры в широком смысле слова, занимались исследованиями детства, воспитания и социализации. И у них была теория, что существует такая взаимосвязь между биологическим полом и социальным полом, и, соответственно, существуют некие врожденные характеристики, то, что они называли темпераментом, и те характеристики, которые складываются в процессе социализации, то, что они называли характером. И, соответственно, их наблюдения за воспитанием детей на острове Бали, они пришли к выводу, что это культура, в которой запрещаются эмоции, детей пугают, чтобы они их не проявляли, и это создает некую такую шизофреничность культуры. В терминах психологических они это все описывали, и, соответственно, какие-то трансовые состояния передают вот этот способ воспитания детей. Но на самом деле потом все эти теории очень сильно критиковались за субъективизм и за вообще экстраполяцию каких-то выводов на всю культуру в целом и частных выводов. Но, тем не менее, это было такое исследование, в котором они использовали камеру как инструмент фиксации, они придумали, обосновали и очень подробно описали способ использование камеры в поле, и Маргарет Мид говорила о том, что этот способ был настолько подробный, что уже через 30 лет она могла идентифицировать там в углу снимка, допустим, ногу случайно попавшего в снимок ребенка. Она могла вот сказать, кто это был и при каких обстоятельствах это происходило. Что касается кино, они снимали для того, чтобы фиксировать и трансовые состояния, и какие-то элементы воспитания
воспитание, когда Маргарет Мид включалась в этот процесс, там, кидала мячик ребенку или там взаимодействовала с матерью ребенка. И, в общем-то, ни одна из этих съемок не снималась изначально как фильм. Это предполагалось именно как полевой материал. И уже через 30 лет после того, как эти съемки были завершены, и она смонтировала из них несколько фильмов, всего, по-моему, 7, каждой разной степени продолжительности. И вот этот фильм, который вы видите на экране, он очень сильно отличался от остальных, потому что все предыдущие фильмы были связаны с воспитанием детей, в них использовался такой сравнительный метод, например, купание детей в 3 культурах, она показывала какие-то сюжеты. Здесь же показан некий обряд, в котором происходит, во время которого происходит попадание в транс представителей этой культуры. Ну, что интересно с этим фильмом? Маргарет Мид говорила о том, что камера в исследовании, будучи приверженницей позитивизма, господствовавшего тогда направления в антропологии, она говорила о том, что камера должна быть максимально незаметной, она должна снимать с определенной точки зрения, средними планами и не вмешиваться в происходящее. В этом фильме камера очень активна. Она снимает, выхватывает крупные планы, она включена в самую гущу событий. В этом фильме активно используется музыка. И кроме того, этот фильм смонтирован из 2 разных временных съемок. То есть вот мы смотрим это как единый обряд, на самом деле этот обряд собран из кусочков разных съемок, сделанных в разное время. Что не так с самим обрядом? Здесь мы видим красивых молодых девушек, которые танцуют. В жизни это были старухи, которые были не так красивые эстетически, да? Это были мужчины, и, соответственно, вот это изменение обряда, оно произошло в один момент, когда попросили так сделать, и в итоге этот обряд, вот он превратился в некое представление для туристов. И, по сути, мы видим в этом фильме не сам обряд, а видим представление для туристов. И вот это вот активное вторжение в такую научную, сухую среду и фиксацию способов именно искусства, визуального языка, пугало саму Маргарет Мид. Антропологи говорили, что в ней научное борется с искусством, наука борется с искусством в этом фильме. И, в общем, для нее это было, вот, ну, когда инструмент перестает себя слушаться, когда он начинает жить по другим законам, потому что язык визуальный – это язык другой. Он не подчиняется тем законам, когда мы пишем вербальные тексты. И, соответственно, здесь используются образы, символика, метафора, сама перекомпоновка кадров, она создает фразу монтажную. И, соответственно, вот с этим надо что-то делать. И Маргарет Мид говорила, ну что, как справиться с этим языком? Она говорила о том, что красоту, эстетику, которая передается визуальным языком, нужно обнаруживать в самой реальности. Как это возможно? Это возможно только при очень длительном наблюдении и длительном описании. То есть вот эта необходимость проживания внутри культуры. Она говорила вот о том, за что ее потом критиковали, о том, что нужно связывать поведение с принципами культуры. И все свои фильмы она комментирует за кадром, то есть она говорит нам, что мы должны увидеть в этих фильмах. И, наконец, то есть необходимость вот этого комментария. Мало того, к каждому фильму прилагалась такая брошюрка, в которой описывалось все то, что вот невозможно было рассказать с помощью кино. И, наконец, важный момент – целостные люди в целостном действии, избегание красивости без научного подкрепления. Ну, как видим, что уже ее съемка, она все эти правила нарушила напрочь. И, в общем-то, дальнейшее развитие этого направления его фильма, вот с его одного из фильмов, который вызвал очень серьезную дискуссию. Давайте немножко посмотрим, чтобы я не заглушала звук. Звук не слышно. Ага. У вас там надо разрешение какое-то. Так.
Сейчас. Где безопасность, наверное. Так. Нет, не слышно звук. Просто картинку видим. Если звук важен там, да? А, Там где-то вверху, было где-то сбоку вверху, где вид, посмотрите. что? Там, где вид, по-моему, там нет? А нет, там это просто это. Нет, к сожалению, да. Плохо видно, да? Нет, видно все, звук просто. Плохо слышно. Да. Здесь, на самом деле, он говорит о легенде, согласно которой поспорили змея и птица, и выиграла спор змея, то есть должны ли люди жить вечно или должны умирать, и спор выиграла змея, и с тех пор люди, как змеи, умирают. Вот. И фильм называется «Мертвые птицы». Он не только, хотя Гарнер использует все те принципы, о которых говорила Маргарет Мид, вот этот закадровый комментарий, он увязывает эту всю историю с функционализмом, который господствовал тогда в антропологии. Тем не менее, вот он выходит на более общие темы, о теме войны и насилия в культуре. И за то, что он использовал множество самых разных символов. Вот даже вот мы увидели такой короткий кусочек этого фильма, вот эта птица, летящая над, парящая над какими-то просторами. Очень крупно вот здесь вот показано, как главный герой плетет нить, и эта нить, как сам говорил Гарнер, из античных мифов, то есть символизирует смерть, когда нить может быть перерезана даже рукой ребенка и скорее символизирует рок и судьбу. И эти нити – это не просто нити, это погребальные нити, которые используются при обряде похорон, а также нити, которые дарятся воинам, которые участвуют в этих бесконечных войнах. И, соответственно, вот это за такую эстетизацию и за то, что вот этот язык кино, он вырывается из-под контроля антрополога. Гарнера очень много критиковали, но в конце концов, после проведения исследований обнаружилось, что он как раз угадал вот все мифологические представления о смерти, о войне, о насилии и о происходящем в этой культуре с помощью своей камеры, даже не владея языком Дани. Он снимал и, сделав фильм, понятно, что он консультировался и не мог понимать те непосредственные разговоры, которые происходили. Тем не менее, он снимал, и фильм получился ровно об этом. И это открывало удивительную возможность самой камеры говорить картинками. И, в общем-то, вот между его первым фильмом и, наверное, одним из последних, где вообще нет никаких слов, фильм называется «Лес блаженства», он об Индии, о городе Варанаси, где происходят обряды погребения. Он, наверное, вот этот вот путь от мертвых птиц до леса блаженства символизирует как такой серьезный путь, который проделало этнографическое кино от диктата нарратива к диктату изображений, то есть к переходу к изображениям. И следующий шаг, так как я вам уже говорила о том, что антропологи всегда мечтали о неком идеальном инструменте, который позволит им записывать что-то вместо блокнота, да, записывать что-то изображениями, и, соответственно, незаметно, которая могла бы писать синхронно звук, которая как бы не привлекала к себе столько внимания. И в конце концов, вот этот человек прекрасный, это Жан Руш, он даже поучаствовал в изобретении такой камеры, он даже изобрел специально камеру для того, чтобы снять свой собственный фильм. Но дело в том, что он нарушил все принципы, которые провозглашались. То есть в итоге, когда такой инструмент появился, сама антропология безвозвратно изменилась. Изменились сами принципы и представления о том, каким образом мы можем презентовать эту самую культуру. И Жан Руш также говорил о реальности. Большое влияние на него оказала
документалистика российского режиссера Дзиги Вертова, который работал в 20-е годы, и он говорил о том, что вот эта киноправда, он называл ее «синема верите», это калька с киноправды, и проповедовала принципы «синема верите», когда неподвижной камере как раз максимально подвижная камера, когда комфортные стыки в монтаже заменяются такими очень замысловатыми, когда в плане антропологии, если антрополог всегда немножко прятался, он был как муха на стене, да, его было незаметно, что вроде бы перед ним разворачивалась некая такая реальность, которую он якобы схватывал и показывал, то здесь, в этом фильме, который называется «Хроники одного лета», антрополог сам появляется в камере. Ну, вот здесь немножечко я вам покажу. Как снимался этот фильм? Они собрали несколько человек и попросили на улицах провести такой небольшой социологический опрос, где задавали вопросы, счастливы ли вы об их жизни и так далее. А следующий сюжет уже был связан с этими героями, которые проводили интервью. Они отсматривали то, что получилось, и обсуждали это. И возникало какой-то разговор уже между ними самими, как рефлексия на отснятое. И, наконец, третья часть, где сами антропологи гуляют по музею человека в Париже и рассуждают вообще о том, что вышло из этого проекта. То есть вот такой вот многосоставный фильм, которым антрополог показан на экране, где он не прячется, где он провоцирует и заставляет какие-то события происходить. И это было, конечно, такой революцией как в антропологии, особенно в этнографическом кино, так и в самом кино, потому что фильм Жана Руша был показан на Каннском фестивале и определил очень творчество многих режиссеров так называемой новой волны французской. Вот. О влиянии Жана Руша говорили Люк Бессон, Трюфо и так далее. И этим еще он не завершил Жан Руш, потому что он изобрел еще один жанр, который называется этнофикшн, в котором он вместе со своими друзьями в Африке, он проводил исследования в Африке, они вместе снимали кино на самые разные спонтанные сюжеты, когда кино разворачивалось прямо на глазах, оно придумывалось, разыгрывалось и превращалось в такой вот документальный этнофикшн. И следующим шагом, как он считал, было то, что сами объекты возьмут в руки камеру. И здесь как раз самый первый, самый известный проект в этой области был произведен американскими антропологами Солом Уортом и Джоном Адером. Этот проект назывался «Наваха снимают себя», когда они, используя теорию лингвистической относительности Сипира Уорфа, предполагающей, что культура формируется некими речевыми структурами, которые в ней заложены, и которые формируют представление человека, мировоззрение человека в целом, определяет его видение, они решили использовать эту теорию, предположив, что фильм тоже является языком. И, соответственно, если мы дадим инструмент говорения самой культуре, то она с нами заговорит от самой себя. И этот эксперимент они провели с индейцами Наваха, было снято несколько фильмов, индейцы получили какие-то определения, так, нет, я, по-моему, перескочила, сейчас вот это, получили представление о том, как снимать, рассматривались, ну, это такой небольшой превью проекта. Они выявили на основании этих съемок несколько якобы характеристик этого сообщества. Например, то, что Наваха очень долго снимают идущего человека, а потом обрывается. Или, например, что они избегают крупных планов, и они это выводили из самой культуры, говорили о том, что важен символ дороги для Наваха, символ движения.
О том, что они избегают крупных планов, это они также обосновывали тем, что в культуре навахо не принято смотреть прямо в глаза. Но, тем не менее, ну, вот такие они интересные делали выводы в своей книге. Их за это, естественно, тоже очень сильно критиковали за субъективизм, потому что понятно, что пленочная съемка можно примерно представить. Мы сами, наверное, конечно же, застали. Мы достаточно в том возрасте, чтобы помнить пленочные фотоаппараты, когда не хватает кадра, да, и мы уже их прощелкали на что-то ненужное, а самое интересное началось в конце. Также и индейцы, которые еще не совсем владели съемкой, они снимали вот долго-долго движущееся изображение, а потом все обрывалось. И так далее. Очень такой подробный обзор этого проекта был сделан, но тем не менее очень трудно отрицать то значение, которое он имел для становления этнографического кино, потому что акцент был сделан на коммуникацию, на визуальную коммуникацию, о том, что кино позволяет коммуницировать. И, собственно, с этого проекта началось развитие индигенных медиа, и с этого продолжением таким своеобразным этого проекта являются современные проекты, когда этнографы, антропологи вместе со своими объектами делают фильмы и позволяют изменять какую-то социальную реальность. Очень известные проекты у Мартина Грубера, немецкого антрополога, и так далее. То есть это было такое очень сильное продвижение вперед и понимание, что визуальная антропология – это еще визуальная коммуникация. И, наконец, следующим важным таким теоретическим дискуссионным моментом, который определил развитие антропологии, это была дискуссия о так называемом observation and participation cinema, то есть о наблюдательном или участвующем кино, если так более или менее перевести. И вся дискуссия, вот, собственно, объекты дискуссии, вот Дэвид МакДугал, Колин Янг, это вот любимый нами Жан Руш, они говорили о том, вся дискуссия строилась вокруг фигуры самого антрополога. И сложившееся вот это представление о том, что антрополог как бы немножко исключает себя из контекста, она подвергалась критике, потому что с точки зрения Дэвида МакДугала она воскрешала колониальное прошлое антропологии. Вот такой методологический аскетизм, он как бы закрывал самого антрополога от культуры, и самой культуре не позволял приблизиться к антропологу. Он создавал некую невидимую границу, которую нельзя было преодолеть. И он говорил о том, что нельзя делать вид, что наша камера ничего не меняет в происходящем, и, конечно же, ни в коем случае ну, довольно глупо скрывать ее воздействие, и что объектом, предметом рефлексии должно становиться как раз это взаимодействие через камеру. И Колин Янг, который не столько критиковал, сколько дополнял Дэвида МакДугала, говорил, дело даже не в манере съемки, а скорее в такой манере самого антрополога представлять себя на экране, да, допустим, и любое кино, и то, и другое, и самые разные манеры съемки, они, все эти фильмы являются включенными. Например, вот, наверное, так. Да, здесь я покажу вам кусочек фильма эстонского режиссера Лива Никласа, который целый год путешествовал вместе с немецкой бригадой, кочевал вместе с ней и снимал происходящее в этой самой бригаде оленеводческой. Его фильм «Бригада». Здесь мы, с одной стороны, не видим Лива Никласа на экране. Мы все время видим взаимодействие, наверное, какие-то реплики, обращенные к нему и так далее. Но мы понимаем, что все происходящее, доверие людей к снимающему антропологу, возможность вообще это заснять, и то, что они показывают его и пускают в свой собственный мир, говорит о том, что он очень глубоко погружен в культуру. Хотя на экране он может и не появляться. Другие антропологи очень часто делают фильмы, когда они сами являются героями этой съемки. Например, Отто Тон, он был усыновлен в Папуа-Новой Гвинее одним сообществом, и случилось так, что его отец, который его усыновил, он умер. Он становится членом семьи и должен принять участие в очень сложном обряде похорон. Но он не знает, как это сделать, потому что если он примет слишком большое участие, то он имеет право претендовать на землю, которую он бы хотел, чтобы она принадлежала брату, потому что она ему не нужна, он живет в Норвегии, да?
И в то же время, если он совсем не примет участие, то это будет неуважение к роду и к общине, и ему нужно выбрать некий оптимальный путь срединный, который позволяет ему включиться, быть членом семьи, с другой стороны, не занять ничьи позиции. И, собственно, всю эту коллизию он снимает на экране. И получается фильм о похоронной традиции в этой культуре. То есть здесь речь не столько о том, как представать на экране, а о том, как погружаться в эту культуру. И любое кино, как наблюдательное, так и партиципорное, оно все-таки участвующее. И здесь снова о принципах этнографического кино, теперь уже современного этнографического кино. Плюс, естественно, вот это первый принцип, долгое проживание в культуре, он остается. Что к нему добавляется? Добавляется такое отсутствие разделения на тех, кто по ту и по эту сторону камеры, на зрелище и наблюдателя, когда герои фильма являются не только объектом, но и субъектом акта съемки, когда они сами участвуют в этой съемке, а сам снимающий свои позиции не скрывает. Другой важный момент – синхронизация звука и изображения, избегание голоса за кадром или такого контроля из одной неподвижной, вневременной, невидимой и, соответственно, абсолютно привилегированной точки зрения, когда вот голос за кадром говорит нам, что мы должны увидеть на экране. То есть не позволяя нам самим включиться в процесс размышления, рассмотрения и наблюдения за этим, он нам рассказывает, что мы видим и что мы должны, какие выводы мы должны сделать. Этот прием очень часто применяется в телевизионных передачах, пропагандистских передачах, как вы знаете, да, и антропологи, соответственно, хотят избежать этого максимально. Максимально неподвижной, поставленной на штатив камере, противопоставляется ручная камера со сложными траекториями движения. Еще Гарнер говорил, что камера на штативе не в состоянии исследовать мир. И ориентация на спонтанные сюжеты, а не реконструкции, на постановки или заранее заданные сценарии. То есть все происходит так, как происходит. И, конечно же, нацеленность на диалог и даже полилог культур, посредничество между героями, авторами и зрителями, когда антропологи стараются затянуть зрителей за экран и заставить их прожить этот кусочек жизни вместе с ними, то есть включить их в сам процесс проживания этой истории, что очень важно. И закрепился в техническом плане, вот эти принципы отражались в том, что закрепился такая манера съемки, когда антропологи стараются избегать ракурсов, недоступным всем участникам съемки. И, соответственно, вот это стремление к включению, к полилогу, включению вообще всех участников события в процесс, и само движение антропологии за пределы антропоцентризма, они привели к тому, что появляются какие-то фильмы, когда учитывается позиция всех субъектов, животных, какого-то даже такого неживого, что ли, неживого в кавычках мира и так далее. И, на мой взгляд, очень интересный такой эксперимент, когда фильм «Левиафан», снятый в сенсорной лаборатории Гарвардского университета, когда съемка сделана с позиции рыбы, то есть, а для рыбы рыбное производство – это апокалипсис, да, и мы видим вот это вот происходящее на экране, погружаемся в него максимально, и еще такой, так, это у нас… Да. И, соответственно, те тенденции, которые происходят в антропологии, разделение на множество антропологии, разделение на какие-то ответвления и небольшие жанры внутри дисциплины, например, антропология звука, которую часто выводят из визуальной антропологии, а теперь она претендует на свое собственное направление и развитие, оно тоже влияет. Вот я показываю вам превью или трейлер фильма, который был показан на нашем последнем фестивале. Весь вот это единственное нечто визуальное, что видите на экране, а все остальные 80 практически минут вы только слышите. То есть это фильм, который состоит полностью из звука. Это фильм «Звук». И он был смонтирован из архивных съемок, сделанных во время съемок тех самых «Мертвых птиц» Гарвардской экспедиции. И он состоит из шумов, которые вот он создает, ну, как бы звуковую среду того места.
И понятно, что это такой очень грандиозный монтаж, звуковой монтаж, который очень сложный на самом деле, из которого можно сделать вот некий кусок, который бы передавал и звуковую атмосферу того места, и звуковую атмосферу самой экспедиции, потому что они все равно сделаны через участников экспедиции. Это один из их участников записывал этот звук. Сюда попадает разговор экспедиции ну, во время не проведения исследований, и он вызывает очень серьезные споры в дискуссии деколонизации, потому что сами антропологи оказываются очень даже неприятными людьми в этом разговоре неформальном во время отмечания чьего-то дня рождения и так далее. И вот этот вот звуковой фильм, он при этом авторы настаивают, что это именно фильм, который смотреть нужно на экране, в кинотеатре, и он даже, по-моему, выходил в прокат. Другой фильм, вот, наверное, кусочек превью я вам тоже покажу. Сейчас сделаю побольше экран. Это тот самый «Левиафан», снятый с позиции рыбы. Обратите внимание, на скольких фестивалях он был показан. Мгм. А, Это фильм Люсьена Кастин-Тейлора и Верены Парабелл из сенсорной лаборатории Гарвардского университета, которая продолжает традиции вот того самого Центра научного кино, созданного Робертом Гарднером. И они сделали уже несколько самых разных фильмов, в том числе фильм «Звук» и вот этот фильм «Левиафан». Здесь мы видим, ну, как бы это история про рыболовство. Они изучали рыболовство в Белфасте. Белфаст – это такой рыболовный Техас, да, то есть это такие вот брутальные мужчины, которые занимаются рыбной ловлей на рыболовных трейлерах. И съемка производилась камерами GoPro, которая закреплялась на разных частях корабля, под водой, на сетях, на носителях, на самих рыбаках и так далее. И вот это вот все создавало максимально возможные ракурсы, да, то самое, что вот когда мы говорим, что нужно показать все возможные ракурсы, и это будет хорошо, некий такой полилог, и это история, ну вот, когда было интервью с ними, они сказали, что они не знают, о чем этот фильм. Это фильм, наверное, вот о неком таком апокалипсисе природном, да, показанном с точки зрения рыбы. И они не хотели дать нам информацию, они хотели погрузить нас в ощущения.
То есть это фильм, который работает именно с ощущением и смещает антропологический ракурс с факта на ощущение. И действительно, если смотреть его на большом экране в темном зале, возникает ощущение, даже так слегка начинает подташнивать, вас просто берут и лицом вот в эти рыбные потроха практически окунают в них, да, то есть вас покачивает вместе с кораблем, вы чувствуете запах этой рыбьей крови, вы запах этих кишков вывернутых и так далее. Вы видите людей, которые, их разговоры, это не разговоры, не структурированный звук, да, а такой вот шум, некий шум, который вроде бы и музыка, и не музыка. И вот все это создает некое ощущение присутствия на этом самом корабле, причем вот именно в самой-самой гуще событий. И вот это вот тоже тенденция, которая сейчас происходит с этнографическим кино. И, соответственно, сама антропология визуальная, она делится на множество визуальных антропологий. И появляется антропология дизайна, когда камера, что соединяет все эти направления? Направление соединяется либо инструмент, то есть камера, с помощью которой проводятся исследования, либо объекта, то есть картинка, то есть внимание, на который направлен взгляд антрополога. И вот антропология дизайна соединяет, например, и то, и другое, когда исследовательница Сара Пинк, например, исследовала с помощью камеры, как люди украшают свое жилище и как в этом отражается их культурное представление. Антропология визуальна, о чем мы уже с вами говорили, та же самая антропология звука, которая вытекает вроде бы из визуальной антропологии и уже превращается в некое отдельное направление. Антропология искусства, когда искусство анализируется с позиции антропологии, здесь очень часто также включается дискурс деколонизации, например, очень известная работа «Метаболический музей», да, когда пересматриваются этнографические артефакты, собранные в разное время в этнографических музеях, и способы их репрезентации сегодня, когда изменилось вообще восприятие этих предметов. Прикладная визуальная антропология, которая влияет на какой-то социальный контекст исследования, например, когда съемки пчеловодства в Камеруне способствуют развитию этого направления у этой общины и разработке целых социальных программ, направленных на то, чтобы сообщество выживало в этом мире и так далее. То есть возникает множество самых разных визуальных антропологий, которые уже символизируют не только этнографическое кино, но и само развитие науки. И тем не менее, все эти влияния всех этих направлений, они находят отражение в этнографическом кино. Вот эта установка с факта на ощущение мы видим в фильме «Левиафан», установка на разделение звука и изображения мы видим в фильме «Звуки», или установка на то, чтобы вообще на некую такую ненарративность исследовательской стратегии мы можем видеть в фильме Анны Гримшоу, где она очень долго снимает процесс там, сбора ракушек на отмели, и, в общем-то, ничего другого не происходит на экране. То есть вот это все находит отражение в этнографическом кино, и все эти тенденции можно смотреть, видеть, наблюдать на фестивалях антропологического кино, и в частности на том фестивале, который представляю я, будучи его программным директором, фестиваль «Камера-посредник». Мы проводим его в Москве раз в 2 года. И он у нас тоже имеет смешанный формат. Мы делаем часть фестиваля онлайн, конкурс дебютов, а часть показываем в зале. Вот последние несколько фестивалей у нас были на городских площадках, например, в Третьяковской галерее. И здесь превью одного вот нашего последнего фестиваля, который, в общем-то, на котором можно увидеть все те тенденции, которые разворачиваются в визуальной антропологии сейчас, потому что помимо кинопоказов фестиваль включает еще и лекции, авторские мастер-классы, дискуссии на самые разные темы, которые сейчас в антропологии вызывают вопросы и разговоры. Вот, наверное, на этом я остановлюсь. Ну и само название фестиваля говорит о себе.
Это камера посредник. Посредник между культурами, между теми, кто показывается на экране, и между теми, кто сидит в зале, и попытка их как-то познакомить друг с другом. Вот, наверное, вот такой момент. Вот на этом все. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Очень интересно, очень познавательно, потому что последовательно, да, вы раскрыли, каким образом развивалась визуальная антропология, что вносилось на каждом этапе, какие исследователи, да, какое свое видение и что во главу ставилось, да, каждый раз, и как оно дополнялось, и при этом как сначала один фокус, и в итоге полилог, да, в итоге полилог, Да. когда вот этот фильм с позиции рыбы, да, через представление того, как это видит рыба, да, какая большая работа операторская должна была осуществляться, чтобы все это... Да. И это сняли всего 2 человека. То есть Вот, они были и операторами, и монтажерами, и звукозаписывающими, но они использовали множество разных камер GoPro, которые были закреплены в разных местах, а затем да. все эти съемки сводились в единый фильм, что само по себе, конечно, такая как работа с оркестром, да, создание такой партитуры Да, из разных кусочков, звуков, изображений, сделать некое цельное. монтировать. Мгм. Да, Да, это и очень скрупулезная работа, на самом деле, монтаж. Она очень, да, требует такой внимательности, четкости для того, чтобы потом это как смотрелось как единое, а не разорванное, да, да, так, конечно. да, такой нарратив визуальный. Уважаемые все, кто у нас сегодня подключился, если есть вопросы, Да, можно пожалуйста. я скажу, да. Елена Сергеевна, вы узнали меня, да? Здравствуйте, Да, это я очень-очень Елена. рада вас видеть. Да, я Здравствуйте, тоже вас Гульмира рада видеть. Салимжановна. Да, я очень Да-да-да. рада Я вас тоже видеть. вас рада очень видеть и рада вашим успехам. Рада тому, что вы попали действительно на этот проект. Вот Тинлик Татарбекова вас пригласила. Я говорю, ну я же Елену давно знаю. Я сейчас подумала, что больше 30 лет. Это Спасибо, правда, да. действительно. Да. Спасибо, что у вас же вы как-то переориентировались, переспециализировались, да, сейчас? Получается так. Я на самом деле не оставила исследований старообрядчества, но визуальная антропология тоже одно из моих направлений. Иногда я это совмещаю, потому что рассматриваю какие-то фильмы о старообрядчестве через позицию антрополога. Но сейчас, да, и вот мы организуем этот большой фестиваль, и у нас есть Здорово. сегодня... Я хочу сказать, что очень интересный доклад в том плане, что, конечно, мы сейчас входим, я, например, я не говорю, не обобщаю, входим в этот процесс вот благодаря этому проекту. И вот когда фестивали эти проходят ваши? Интересно, потому что я никогда не видела эти ссылки, Ссылки. объявления, да. Он проходит раз в 2 года, последний был в 2021 году, но в этом году в связи с происходящим мы взяли паузу, потому что мы включены в международные ассоциации фестивальные, и, в общем, довольно сложно сейчас показывать зарубежное кино и вообще участие зарубежных исследователей в наших проектах, оно такое сложное. Ну да, конечно. И поэтому мы пока в этом году должны были делать фестиваль, потому что он у нас раз в 2 года, это фестиваль Биеннале. В 2021 году был последний фестиваль. Но мы надеемся, что, возможно, мы будем пока вот в этот период делать некий лекторий, кинолекторий, может быть, в той же Третьяковке, где будем показывать фильмы фестивальные, которые проходили у нас раньше. Вот так как-то. Да. А так, да, мы делаем эти фестивали в Центре документального кино и в Третьяковке, вот последние 2 были у нас. И для нас было принципиально выйти вообще в город с этим, потому что одно дело, когда только антропологическое сообщество смотрит фильмы, а когда приходит много людей со стороны, это сразу превращается в некое такое событие. И мы входим европейские фестивали. И, собственно, вот по согласованию с ними мы решили пока поставить на паузу, а дальше уже как будет, да. Спасибо вам очень большое. И думаю, надеюсь на
взаимодействия, сотрудничества. Будем приглашать вас в Алматы. С удовольствием. Ну Мы здорово, с да-да. удовольствием. У Я меня сейчас с в тех Казгу самых... работаю. Аль-Фараби. Казгу Аль-Фараби. Ага. Да-да-да. Я продолжаю общаться с Рахимом Бекназаровым. Да, не в Актюбе, да-да. Да-да-да, они иногда, Да-да. когда приезжают в Москву, мы видимся. И, конечно, для меня вот та летняя школа, она оставила такое очень теплое чувство в душе. Мне Да-да-да. кажется, я навсегда связана с Казахстаном теперь. Мы просто друзья навек. Это было так Да-да-да. хорошо и так здорово организовано в то время. Мгм. Такие невероятные лекции мы там имели возможность послушать. Да-да, Такими на самом деле. встретиться, это было невероятно, конечно. И до сих пор я это вспоминаю как одно из таких Ярких ярких, таких событий, да-да. прекрасных событий в моей жизни, да. Да-да-да. Спасибо. Действительно, на самом деле, какая-то такая была атмосфера открытости, такой принятия друг друга, да, но вот с Да, возрастом да, да, понимаешь, да. сколько было очень интересно. Мгм. Мгм. И это правда. Она как-то вся состоялась, потому что там были специалисты в самых разных областях, но всем было Да-да-да. интересно друг другу что-то узнать, и это было Здорово. хорошо. Мгм. Редко так бывает, но бывает. Да-да. Если Спасибо. еще есть вопросы, я думаю, что осмысливать еще надо пересмотреть, потому что действительно очень емко вы много материала дали, который емко так представили. И я думаю, что еще будут осмысливать, смотреть. Благодарим вас очень за то, что вы сегодня с нами, что провели нам такую интересную лекцию. Да. Да, что-то Спасибо там сейчас. большое, я очень рада. Спасибо за возможность встречи такой международной между разными странами. Я очень рада, что это происходит. Спасибо за ваш интересный проект. Я слушаю все лекции на Ютубе. Хорошо. Спасибо. Спасибо Всего вам. доброго. Счастливо. Успехов во Да, всем, Елена. Мгм. спасибо. Я очень рада увидеть вас. Просто очень Спасибо рада. большое. До Счастливо. свидания. До До свидания. свидания. Всем до свидания. Всех Всем с до выходными свидания, да. днями. Да. С праздником, да, предстоящим. Настоящим. Да. До Пасхой. свидания. Да. Всего доброго. Всего доброго, да. Сау болыңыздар.